Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами проводим вебинар, очередной вебинар по работе в единой системе электронного обучения. Прошу в чате откликнуться, как меня слышно, видна ли вам правая часть окна, поставить 2 плюсика. И еще один вопрос, коллеги. Кто из вас впервые на нашем вебинаре вот по данной теме, по единой системе электронного обучения, в системе дистанционного обучения Moodle? Итак, у нас будет система дистанционного обучения Moodle. Кто впервые, ставим цифру 1. Кто уже участвовал в наших вебинарах, соответственно, ставим циферку 2, если 2 раза, 3, если 3 раза и так далее. У нас уже прошло по этой теме порядка 4-5 вебинаров по разным темам. Потому что я планировал сегодня разобрать тему создания семинара, но это вот достаточно сложная тема, и, хотя интересный вопрос, когда можно семинар проводить хороший семинар проводить в дистанционном режиме с дистанционным обсуждением той или иной темы и так далее. Но вот я сейчас смотрю, что большинство все-таки присутствует впервые, поэтому мне придется, наверное, некоторые моменты повторить, о некоторых моментах рассказать. Поэтому тем, кто участвовал, участвовал уже несколько раз, вот я смотрю, Александр Козлов на 4 вебинарах уже участвовал, может просто потерпеть или тоже повторить вместе с нами какие-то моменты, ну и задать вопросы, которые интересуют вас. Коллеги, я сейчас в дальнейшем отключу видео, перейду на микрофон, но у меня здесь открыто окно, поэтому прикрою окно, чтобы не было посторонних звуков. 1 минуту. Итак, коллеги, продолжим нашу работу. Итак, единая система электронного обучения. Единая система электронного обучения. Войти в эту систему мы можем по адресу единая система электронного обучения. Адрес у нас будет EDU. Коллеги, видно ли моя доска? То, что я делаю сейчас на доске. Ну вот еще один прием использования такой доски в системе ProfMe, тоже можно ее использовать. edu.ercomi.ru вы сейчас можете открыть еще одну страничку в браузере и набрать этот адрес. edu.ercomi.ru. Единая система электронного обучения Республики Коми. И я переключусь сейчас на демонстрацию рабочего стола, где я тоже зайду в эту систему. Единая система дистанционного обучения Республики Коми. Периодически я буду переключаться в вебинар для того, чтобы смотреть чат. Да, хорошо, если кто-то мне будет помогать, будет неплохо. Значит, ссылочка в чате сейчас уже есть. Так, нет видео, нет звука. Коллеги, напишите, пожалуйста, тем, у кого нет видео, нет звука. Значит, ну, вариантов несколько. Это первое, обновить браузер, Ctrl F5, либо нажать кнопочку «Обновить браузер». Второй вариант – это общие такие правила. Второй вариант – это выйти из вебинара и зайти по новой. Третий вариант – попробовать поменять браузер.
потому что иногда в некоторых браузерах действительно почему-то не работает. И четвертый вариант – это, ну, еще один из вариантов – это попробовать закрыть все ненужные программы, которые сейчас открыты на компьютере. Ну и последний, пятый вариант – ничем помочь не можем. Скорее всего, это у вас слабый интернет, поэтому как бы ничего не видно. Вот такие правила, в общем-то, надо использовать в том случае, если что-то не видно, что-то не слышно. Обычно бывает, когда я переключаюсь из одного режима в другой, возможно, какие-то бывают сбои у вас. Поэтому вот посмотрите, чтобы все у вас работало. Итак, когда мы заходим на эту страницу, у нас есть кнопочка «Вход». И если мы знаем логин и пароль, если он у нас уже есть, логин и пароль, то мы его здесь вводим. То есть вводим логин, либо адрес электронной почты и пароль. Значит, скажу сразу, что учителя и учащиеся могут использовать логин и пароль от электронного журнала, электронного дневника, от ГИСЭО. Единственное, что когда вы войдете в единую систему электронного обучения, вам система предложит дозаполнить анкету, если у вас не все заполнено в ГИСЭО. Например, ввести адрес электронной почты. И после сохранения адреса электронной почты вам на электронную почту придет письмо подтверждения, чтобы вы подтвердили, что вы действительно регистрируетесь на этом сайте. То есть самый простой вход – это вход через систему ГИСЭО, и вы можете сейчас это попробовать. Если вы не являетесь участниками государственной информационной системы электронное образование, то есть, возможно, это профессиональные образовательные организации, или у вас нет логина и пароля, а вы входите там по логину, паролю админ в государственную информационную систему, то тогда кнопочка «Создать учетную запись». Создать учетную запись, и тоже здесь надо заполнить небольшую анкету о себе. Логин, который мы придумываем сами, но это может быть ваша фамилия на русском или в латинице. Пароль, который мы на него тоже больших ограничений не накладывали, но вот он должен содержать не менее 4 символов, и в том числе может быть на русском языке. Адрес электронной почты с подтверждением, фамилия, имя. Обратите внимание, нет отчества, поскольку у нас тут учащиеся, поэтому только фамилия, имя. А вам, как учителям, потом надо будет зайти в личный кабинет, я покажу на следующем этапе, и добавить еще отчество. Ну и тут небольшая анкетка информация о вашей профессии. Далее кнопочка «Сохранить», и вы опять попадаете на страницу входа. Единственное, значит, на адрес электронной почты придет письмо, и вы должны подтвердить регистрацию на этом сайте. После того, как у вас уже будет логин и пароль, который вы придумали, вы входите уже на страницу со своим логином и паролем. Коллеги, вы сейчас видите немножко больше папочек, чем у вас будет представлено. У вас будут представлены только 2 папки. Вот, это значит, что доступ открыт у вас только к этим 2 папкам. Остальные папки это у нас пока еще в проекте, то есть они значит, будут открыты по мере наполнения этих папок. Так, все ли понятно на этом этапе, коллеги? Единичку ставим в чате, если все понятно по первому этапу, по регистрации и входу на портал. Значит, было написано, что маленький экран с презентацией. Коллеги, в правом верхнем углу у вас есть двунаправленная стрелочка. Двунаправленная стрелочка, которую вы можете нажать, и у вас экран откроется на весь ваш экран. Это каждый настраивает под себя. Но тогда вам не будет виден чат, и окошко видео, в принципе, вам не обязательно сейчас. Итак, кнопочка в правом верхнем углу двунаправленная, с двунаправленной стрелочкой раскрыть экран на весь, раскрыть вот это правое окно на весь экран.
Итак, понятно, да? Значит, после того, когда вы зайдете сейчас, я предлагаю зайти в эту систему, нажимаем, открываем папку «Образование». Мы видим здесь, что у нас вот цифры какие-то есть, да? Это говорит о том, что в этих папках уже есть какие-то курсы. Дальше мы заходим в папочку «Педагогические работники», «Повышение квалификации». И у нас вот есть папка «Тестовая площадка по созданию курсов в среде Moodle». И заходим в эту папку. Значит, что мы здесь видим? Значит, вот здесь мы сейчас зашли как раз на тестовую площадку по созданию курсов в среде Moodle. Значит, мы уже проводили, мы видим перечень курсов. Это курсы создавали, ну вот во время обучения педагоги пробовали создавать какие-то свои курсы. Мы отдельно создавать не будем. Вот есть у нас курс «Пробные курсы для учителей». На него, сейчас я объясню вот эти значки, которые здесь у нас справа. Пробные курсы для учителей. И здесь как раз вот вы будете создавать свой пробный курс. Вот уже в начале здесь есть какие-то курсы, кто-то создавал уже, а вот здесь темы свободны. И вы можете занимать любую тему и создавать свой курс, пока вот здесь мы будем тренироваться, создавать свой курс и пробовать создавать какие-то элементы и ресурсы курса. Элементы и ресурсы курса, о которых мы чуть позже поговорим. Ну и вы видите, что уже какие-то элементы здесь созданы. Ну вот в частности, вот этот вот элемент означает, что это лекция, косинус острого угла прямоугольного треугольника. Чуть выше это значок теста. Вот эти все элементы мы с вами сейчас посмотрим. Ну вот здесь кто-то пытался сделать тоже лекцию, но на самом деле всю лекцию вставил в описание. Вот неправильно здесь применено. То есть здесь лекция у нас вставлена в описание лекции, где в описании должно быть краткое содержание. Тут вставлена вся лекция, поэтому оно у нас тут растянулось вот так надолго. Дальше. Здесь же вот я сейчас разместил руководство пользователя для преподавателя, текстовый документ, который вы можете скачать. Так, зависло, я не слышу, ничего нет. Ну, коллеги, вот те еще раз приемы. Обновить браузер. Обновить браузер. Закрыть ненужные программы. Закрыть ненужные программы. Поменять браузер. Выйти и снова зайти. Правда, вот этот прием не помогает, когда много участников. У нас вебинарная комната на 500 человек, но сейчас у нас участвует 135 человек, поэтому как бы место есть. Когда у нас 500 с лишним человек, тогда выйти, конечно, выйти опасно, потому что вы не сможете потом просто зайти. Так, значит, ну, курс вы не будете создавать, сегодня, хотя я покажу, как создать курс. Вы будете создавать уже в созданном курсе свои элементы курса. Так. Все работает, слышно. Ну вот давайте как-то так. Значит, дело в том, что чтобы вы имели какие-то права вот в этом курсе, я должен добавить вас в качестве учителей. Но сейчас на этот курс мы настроили самозапись. То есть вот когда мы заходим в режим пользователей, тут есть способы зачисления на курс.
И как раз вот сейчас для этого курса открыта самозапись на курс. То есть если вы зарегистрировались на сайте, то вы можете записаться на этот курс, открыть этот курс, и вам предложат записаться на него. И вы можете записаться на этот курс. Ну, в том числе открыто еще зачисление вручную. Это когда преподаватель зачисляет вручную. То есть вот он, один из элементов уже курса. Это как записаться на курс и как его настроить. Вернусь я еще раз, значит, в начало. На самом деле, если вы хотите, уже у вас есть готовые какие-то материалы, и готовы размещать эти материалы, то эти материалы мы будем размещать уже не на пробных курсах, а как бы работать, поскольку время такое надо срочно использовать, пробовать будем уже в боевой версии. То есть вот есть у нас для учащихся, и если зайти в основное общее образование, то тут уже ряд предметов есть. История по всем предметам есть, можно использовать. Единственное, значит, что надо будет сделать, значит, что биология есть. Правда, биология старый вариант. Значит, география. Надо смотреть, надо проверять, все ли здесь нормально, но в принципе элементы можно использовать. Дальше биология. Тоже есть, элементы надо использовать. Физкультуру, ну вот только учителя начали создавать. Вот 5-8 класс начали потихонечку что-то наполнять по физкультуре. По технологии, значит, тоже начали наполнять что-то. Ну, вот вижу, пока все пусто, темы не обозначены. То есть потихонечку мы систему начинаем наполнять, и те педагоги, кто сейчас уже хочет попробовать использовать, значит, что вы должны сделать? Либо использовать уже готовое, в любом случае вы должны, вот здесь внизу есть кнопочка «Электронная заявка на получение прав учителя». Предположим, учителя истории. Есть у нас учителя истории? Поставьте плюсик, если есть учителям истории. Ну, к сожалению, по начальным классам, к сожалению, только коми-язык, и то ссылка на электронные наши учебники. Коми-язык, и там ссылка только на коми-учебники. Если у вас есть материал, Ирина Морозова вот пишет по начальным классам, если у вас есть материал, и вы готовы его размещать, ну, скажу честно, возможно, что для детей начальных классов это будет сложновато, может быть. Хотя, если их уже вот где-то с 1 класса начинать потихонечку приучать, видеофрагменты какие-то вставлять, то, возможно, и по начальным классам материала пока нет. Это я по коми-языку говорил, учебники. Там только коми-язык. Поэтому, если вы готовы, если у вас есть какие-то материалы интересные, и вот сейчас чуть в дальнейшем я покажу элементы этой системы, ресурсы, если вам покажется, что оно приемлемо, то можно будет тоже потихонечку наполнять. Значит, можно ли делать для СПО спецпредметы? Значит, по спецпредметам у вас да, вот Ирина Морозова, можете зайти посмотреть, что есть в начальных классах. У вас в начальном образовании там только коми-язык пока. Но если я уже сказал, что если есть желание начать наполнять, заявочку отправляйте, я создам для вас, и вообще все желающие я создам для вас, или я просто добавлю вас уже в имеющийся курс. Вот, например, история. Я спросил, есть у нас учителя истории, географии, биологии? Так, по доп. Образованию, к сожалению, тоже пока ничего нет. Коллеги, система только наполняется, поэтому вот таких специфических предметов, конечно, для ребенка-аутиста, например, если у вас есть материалы, пожалуйста, открываю вам доступ и пробуйте наполнять этими материалами наш ресурс, в том числе для себя и для других это будет. Значит, принцип у нас такой.
ты мне, я тебе. То есть кто-то делает, предположим, 5 класс, а кто-то делает 6 класс. Я использую и те, и другие по мере необходимости 5 и 6 класс. То есть, значит, если вы учитель географии, учитель биологии, пишите вот заявочку, которую я показал внизу сайта, и я вас добавляю учителем географии в раздел географии. То есть я вас добавляю вот сюда как бы учителем. Вот здесь есть уже некоторые учителя у нас, да, которые либо работают, либо создавали этот курс. Я добавляю, и вы можете пробовать, так сказать, познакомиться и попробовать уже. Вот сейчас майские праздники большие будут, будет время немножко освоить эту систему, познакомиться с ней и как бы можно начать уже в мае, предположим, там, в последних 2 неделях мая попробовать ее применять для своих предметов. Значит, вопрос был по спецпредметам для СПО. Эти спецпредметы имеют как бы особые требования к ним. Их пока у нас нет, но тоже можно начать попробовать. Так, в дополнительном образовании был вопрос, и вот здесь есть у нас робототехника, но, к сожалению, по-моему, только начали наполнять эту систему, поэтому как бы есть вопросы. Значит, по профессиональному образованию для студентов тоже какие-то курсы уже начали тут делать, но вот спецциклы, спецдисциплины какие-то, но тоже как бы только идет процесс наполнения. Итак, если вы уже зарегистрировались, пока у меня небольшое было отступление, посмотрите, я уже показал, это, значит, педагогические работники, повышение квалификации, тестовая площадка по созданию курсов. Сейчас я администратор. Создавать курсы либо может человек с ролью создатель курса, либо вот администратор. И есть кнопочка «Добавить курс». Ну, давайте, вот я просто покажу сейчас, как добавить курс, и мы в нем начнем работать, участники сегодняшнего вебинара. Вот я пишу «Добавить курс». Добавить курс, открывается курс. Значит, практически все элементы, которые вы будете создавать, имеют одинаковую структуру. Название, краткое название, комментарий какой-то, видимость курса, с какого времени по какой он будет доступен. Ну вот сегодня у нас 15, да? 16 апреля. Я и создам курс 16 апреля 2020 года. То есть это будет наш курс, в котором вы будете сейчас работать. Ну и допишу здесь еще там проба. Наша проба. Наша проба. Дальше краткое название указываем. 16.04. 16.04. Вы пока можете это не делать, поскольку у вас нет прав, а просто посмотреть. Дальше, в какой категории находится этот курс, то есть какие папочки надо нажимать, чтобы дойти до нашего курса. Образование, педагогические работники, повышение квалификации, тестовая площадка. Я могу курс разместить где-то и в другом месте, но я пока оставляю здесь. Видимость, показать, скрыть. Если вы курс только делаете, вы можете его пока скрыть от студентов и от учащихся. Дальше можно включить сроки. Дата начала курса, дата окончания курса. Но я пока это уберу. Идентификационный номер нас в принципе не интересует. Описание курса. Это пробный курс. Пробный курс для тренировки. Для тренировок. Для тренировок. Файлы описания. Ну, об этих настройках мы поговорим чуть позже. В принципе, там нам больше ничего не надо. Вот сейчас этот курс у нас появится в нашей системе. Вот он появился. Кнопочка «И» означает, вот открывается в этом случае описание, которое я там сделал. Дальше я захожу в этот курс. И у меня, как у человека, который создал этот курс, появилась кнопочка «Режим редактирования».
Появилась кнопочка «Режим редактирования». Коллеги, скорее всего, у вас этой кнопочки нет, потому что у вас нет роли учителя. Роли учителя нет, поэтому, скорее всего, кнопки такой нету. Так, ну вот сейчас, значит, я получил на почту письмо, что кто-то уже попробовал. Дмитрий Иванович попробовал, значит, вот он сейчас подал заявку на информатику, на создание курсов. То есть, когда вы отправляете заявку, мне приходит письмо. Значит, я сейчас просто настрою этот курс, захожу в пользователи, способы зачисления на курс и включу самостоятельная запись учащихся на этот курс. Коллеги, давайте записывайтесь на курс, и я сейчас вам просто поменяю роль на роль учителя, чтобы у вас были права. Итак, записываемся, самостоятельная запись на этот курс, чтобы у вас были права и была возможность редактирования. Итак, что у нас? Так, сейчас не заявочку будем подавать, заявочку, может быть, вы потом подадите, а сейчас вы просто записывайтесь на этот курс. И для тех, кто записался, я просто сейчас открою роль учителя, и тогда у вас появится кнопочка вот «Режим редактирования», то есть вы сможете редактировать этот курс. Нажав кнопку «Режим редактирования», посмотрите, у нас добавляются некоторые элементы. Редактировать, добавить элемент или ресурс, объявление редактировать. И после того, когда я вам открою доступ, вы щелкаете по теме и вводите свое ФИО, свою фамилию, имя, отчество. То есть вот это будет ваш курс, и в нем вы будете пробовать что-то создавать. Ну, соответственно, тема 2, тема 3, 4. Я могу добавить еще, предположим, там, сколько мне надо тем. Ну, давайте 10 добавим тем. У нас участников много, может быть, даже 10 и не хватит. Добавить темы. И сейчас добавляются темы. Вот добавились еще 2 раза по 10, оказывается, я нажал. Ну, я думаю, хватит. Если не хватит, я еще добавлю. И теперь я смотрю вот в этом меню. Это меню управления курсами, настройки. Меню управления нашим курсом проба. Значит, здесь, во-первых, есть возможность отредактировать то, что я уже сделал. Можно название курса поменять, можно что-то включить, добавить, можно файлы описания добавить. Важно вот еще формат курса здесь будет. Раздел по темам. А можно сделать раздел по неделям. Если у вас недельное какое-то планирование, то можно сделать вот таким образом. Я делаю пока раздел по темам. После того, если вы какие-то изменения внесли в курс, сохранить и показать курс. Опять сохраняем и показываем курс. Итак, я смотрю сейчас, захожу в пользователи, записанные на курс пользователи. Вот сейчас у меня тут уже записалось несколько человек. И я что, беру, редактирую роль вам. То есть у вас сейчас роль учащиеся, я вам добавлю еще роль учителя. Роль учителя всем добавлю. Так, и кнопочка «Сохранить». Роль учителя. Сохранить. Вот наиболее такой быстрый способ. Конечно, можно было бы, чтобы вы мне написали заявку, подали, но это будет долго у нас, поэтому я сразу вам даю роль учителя. И кто уже получил роль учителя, может менять тему, включить кнопочку редактирования и может менять тему. Может менять тему на свою фамилию. Меняем тему на свою фамилию. Так, учитель. Сохранить. Так. И сейчас мы посмотрим. Кто-то уже, возможно, у нас поменял тему и приступил к созданию своего, ну,
будем говорить не курса, а элемента курса. Коллеги, для тех, кто уже... Давайте так, для тех, кто уже... Кому это не интересно, возможно, вы можете попробовать. Сейчас я создам. Вот есть у нас уже на YouTube запись, правда, там голос немножко. Запись, как создавать семинар. Как создавать семинар. Вы можете как бы либо потом самостоятельно поизучать. Давайте я эту запись сейчас размещу в нашем курсе. Вот в нашем курсе наша проба. Значит, так, ну давайте вот здесь в добавлениях добавлю элемент курса гиперссылка. Гиперссылка – это значит ссылка на создание, назову, создание семинара. Очень, конечно, сложно, очень длительная подготовка нужна к семинару. Вот, посмотрите внимательно, если сейчас как бы то, о чем я говорю, не совсем вам интересно. Создание семинара, тут требуется длительная подготовка педагогов прежде всего, и смысл заключается в следующем. Значит, предположим, мы даем какое-то задание написать эссе, да, написать эссе. Вот у меня была сегодня мысль уже с семинаром начать работать, но учитывая то, что многие в первый раз, для них это будет сложно. Написать какое-то эссе, задание такое будет. Возможно, я его создам и вам всем ссылочку сделаю, чтобы вы попробовали его выполнить. Семинар, он работает, когда все присутствуют. Подготовительная работа проводится, конечно, дистанционно, и учащиеся отвечают дистанционно, а сам семинар уже проходит в очной форме. Оценивается само эссе, например. Есть возможность у учащихся самооценить свое эссе, самооценку провести и провести взаимооценку. Друг другу выставляем оценку. И в том числе учитель выставляет оценку. И вот это вот все соединяется воедино, идет обсуждение, идет дистанционное обсуждение, а может быть и сразу очно проведение. То есть вот в данный момент я назначаю, что сегодня мы в 13:00 проводим семинар. Все в это время заходим в семинар, и семинар идет как бы в дистанционном режиме, но все присутствуют, все в онлайн. Поэтому ссылочку отправляю, и можете, кому будут те вещи, о которых я говорю, значит, известны, то вот она здесь сейчас появилась вот, в разделе объявлений. Создание семинара. Можете использовать ее. Так, Муравьева. Вот хотелось бы имя, отчество еще полностью. Надежда Владимировна, вижу, появилась. Хорошо, 2 человека уже есть. Так, смотрю еще, кому поменять роль. Записанные на курс пользователи. Ну, здесь все. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 человек. 16 человек, а в вебинаре у нас присутствует 145. Как переименовать тему? Как переименовать тему еще раз? Еще раз, значит, показываю, как переименовать тему. Сейчас вернусь немножко назад. Значит, когда вы зайдете, я вам роль уже, если присвоил, у вас вот тут вверху появится кнопочка «Режим редактирования». Коллеги, кто заявочки мне подает, уже я, наверное, после семинара выполню ваши заявочки, поэтому имейте это в виду. Режим редактирования, мы нажимаем режим редактирования, и у вас появляется карандашик. Возле каждой темы появляется карандашик. Нажав на карандашик, вы можете отредактировать тему. Либо кнопка «Редактировать», «Редактировать тему». То же самое вы можете ее отредактировать. Так, ну вот уже Дмитрий Иванович молодец, уже добавил задание, добавил ссылочку, добавил некоторые ресурсы. Так, Сергей Викторович убежал вниз куда-то.
Темы вы можете переставлять, вот так, как сейчас я переставил Сергея Викторовича. Можно переставлять темы, взяв вот в режиме редактирования, взяв за вот эту четырехнаправленную стрелочку, которая у нас справа. Так, ну кто-то убежал совсем уже далеко. Так, коллеги, понятно ли по этой части и у всех ли? Ну, я вижу, получилось только у 20 человек, у 16 человек, как бы, ага, вот, появились у нас еще учащиеся. Непонятен принцип, каким образом наполняется список участников, да? Вот почему-то кто-то не добавился вниз, а добавился в середину. Ну, ладно. Так, еще несколько человек у нас есть с ролью учащихся. Так, вот уже Наталья Березкина уже аватарочку вставила, молодец. Значит, что это он у меня? Так, учащийся. И добавляю роль учителя. Сохранить. Так, здесь сверху у меня все нормально. И добавляем роль учителя. Сохранить. Обратите внимание, коллеги, у кого-то есть уже отчество, а у кого-то отчества нет. Я в самом начале сказал, что у нас в регистрационной анкете только фамилия, имя. А как бы отчество надо добавить уже зайдя в систему и зайдя в свой личный кабинет. Так, еще вижу один человек. Так, по-моему, у нас на странице помещается 20 записей, поэтому уже сейчас, если кто-то добавится, перейдет на следующую страницу. Итак, когда вы сейчас уже зашли, вот здесь ваш личный кабинет есть. Значит, можно добавить аватарку. Значит, вот я навожу сюда курсор мыши, и у меня открывается выпадающее меню. Захожу в свой личный кабинет. Здесь у вас будет информация о тех курсах, в которых вы будете участвовать, или прошли эти курсы, или на которые вы записались. В частности, вот сегодняшний наш курс, у вас он должен здесь отображаться. Я не записался на него, но сейчас тогда я запишусь тоже. Дальше редактировать информацию. И вот здесь вы добавите свое отчество. Надо добавить свое отчество и сохранить. Ну, если вы заполнили уже анкетку информации о профессии, может, тут есть много еще дополнительных каких-то дополнительной информации, которую вы можете заполнять, но на ваше усмотрение. Но вот то, что обязательно, оно должно быть обязательно. Все остальное дополнительно. В том числе и свою аватарку. Вот здесь папочка «Добавить файл». Загружаете здесь свое изображение. Он вам предложит выбрать файл на компьютере. Выбираете файл на компьютере, загружаете, и ваша аватарочка тоже появится. Итак, в личном кабинете вы можете добавить в раздел «Новое изображение», добавить свой файл, и вы появитесь, у вас будет аватарка уже. Так же само, значит, здесь же, сейчас я отмену нажму, вы должны обновить профиль и зайти в свой профиль. Здесь же есть кнопочка «Сообщения». То есть любому участнику в системе вы можете написать сообщение. То есть найти, во-первых, этого участника. Вот вы можете меня найти, например. Но, к сожалению, здесь будет несколько моих фамилий. Да, вот как ученик я здесь, ну и как учитель, как администратор. Вы можете выбрать меня, предположим, ну и написать какое-то сообщение. Сообщение и отправить. То есть возможность общения есть. Кроме того, как есть тоже ресурсы, вот в данном случае я сейчас отправил себе сообщение. Таким образом, вот донастраиваете свой личный кабинет, и есть возможность сообщения. В том числе кнопка «Выход», если вы закончили свою работу.
вернусь в вебинар, посмотрю, если есть вопросы. Коллеги, вверху вот в меню, да, есть кнопочка «Вопросы». Если по теме вебинара, вот сюда вопросы закидывайте, чтобы я не искал потом вопросы в этом самом. Так, Наталья Васильевна Березкина. У меня не появилась кнопка «Редактировать», я так понял, да? Так, хорошо, у кого-то страница долго загружается. Ну, коллеги, записи вебинаров уже есть вот эти. Я сейчас покажу, где у нас ссылочки. На самом деле записи всех вебинаров у нас сохраняются в видеозале, но в том числе и здесь покажу, где можно будет посмотреть и потом в спокойной обстановке вечером пробовать. Так, заявка на курс нужна будет, если вы решите создавать свой курс уже в боевой версии. Предположим, в математике для 6 класса, для своих шестиклассников вы что-то будете делать, тогда подаете заявочку. И я вам сделаю 6 класс, а там сделаю вас там учителем, а там вы уже сами будете добавлять ресурсы. Поэтому заявочку подаем в том случае, если вы хотите вот использовать этот ресурс. Во-первых, ну сейчас что-то тут до майских праздников и во время майских праздников что-то попробовать, что-то поэкспериментировать. Очень удобные тесты. То есть вот когда вы задаете тест, то вы можете увидеть, кто сколько, на какую отметку, то есть можно сразу настроить так, сдал тест или не сдал, чтобы ученик видел все это. Так, итак, кнопочка, кто-то спрашивал там, где кнопочка «Редактировать». Не было у кого-то видно этой кнопочки. Так, Наталья Васильевна Березкина. Сейчас попробую, посмотрим. Значит, Березкина Наталья, по-моему, я уже исправил. Так, Владислав Веревкин. Если можно, еще отчество добавьте, коллеги. Так, учащаяся Ирина Германовна. Так, добавим. Так, да, действительно, Наталья Березкина. Вроде бы я промахнулся, наверное, или нажал кнопочку «Сохранить». Обратите внимание, такая еле видимая кнопочка «Сохранить». То есть, если я добавляю какую-то роль, то еще кнопка «Сохранить», либо удалить эту роль можно, либо вот здесь удалить ненужную роль. Так, «Сохранить». Так, 21 человек у нас уже сейчас есть. Так, Людмила Ольшова. Давайте тоже сделаю. Ага. Так, ну, ага, вот еще Владислав Веревкин. Так, учитель. Делаю роль учителя. Так, и кто у нас там 21-й? 21-й нормально. Коллеги, ну еще если кто-то зайдет, можете в чате мне написать, тогда я буду периодически сюда возвращаться. Итак, еще раз: образование, педагогические работники, повышение квалификации, тестовая площадка и наш курс «Проба». Кстати сказать, значит, вот эта стрелочка означает, что здесь самозапись. Самозапись у нас. Вот здесь означает, что этот открыт гостевой доступ. То есть вы, не нажимая кнопку «Вход», не вводя свой логин и пароль, можете зайти вот на этот обучающий семинар. Мы его проводили тоже, и здесь кое-какие материалы есть. Кое-какие материалы есть. Можете зайти посмотреть. Вот здесь будет, как создавать лекцию с элементами деятельности. Вот, в том числе запись семинара от 15 октября, как создавать эту лекцию. Интересные инструменты. Тут есть примеры, вот лекции уже, да? Примеры лекций есть. Дальше создание тестов тоже. И вот видео по созданию тестов. Это тоже у нас был семинар. Тут следующее задание у нас по созданию других каких-то, вот в частности, задания, комментарии и так далее. То есть здесь вот есть образцы каких-то материалов, которые в гостевом доступе даже вам сейчас доступны. Дальше, следующий моментик.
У нас был еще один пробный семинар, возможно, кто-то в нем участвовал, ваш курс здесь есть. Значит, тоже кое-какие материалы размещены. Вот Симоненко, она вставила свою лекцию, и сдвинулись мои материалы, но я поправлю. И в частности, здесь я дублирую запись лекции с элементами деятельности от 30 марта, запись вебинара создания теста, запись вебинара создания элементов и так далее. То есть вот здесь тоже, ну, я перенесу их, наверное, в другое место. В наш курс перенесу. И тут вот есть форум тоже, можно задавать, сейчас создадим мы форум, я создам форум в нашем курсе, и можно будет задавать и обсуждать какие-то вопросы в форуме, и, возможно, вы тогда перейдете, и, возможно, перейдем тогда из форума, из чата в этот, перейдем в чат сюда, в сам, в ГИС, на единую систему. Сейчас я чат создам здесь и перейдем сюда в чат. Так, значит, есть еще ряд учащихся, которые добавились к нам. Так, здесь нет. Так, здесь у нас... Коллеги, не вижу, кто еще зашел как учащийся. Не вижу. Так, Инесса Александровна, я не вижу вас. Светлана Фекличева, тоже не вижу вас как учеником. Точно? Вы туда зашли? На наш курс 16.04.2020, наша проба. Так, ну кто видит мой стол рабочий, может, я пропустил? Так, ну вот новых учеников я не вижу. Новых учеников не вижу. У всех есть роль учителя. Коллеги, пробуйте. Так. Ну и давайте здесь сейчас уже начнем создавать. Вот уже Елена Евгеньевна начала создавать, кто-то начал лекцию создавать. Вот давайте вот здесь в этом разделе я создам. Нажимаем кнопку «Редактировать». Также и когда вы создадите свой курс, нажав кнопочку пользователей, вы можете либо их вручную записывать. Вот кого мне надо сейчас записать? Давайте сейчас посмотрим, кто у нас там в чате не сумел попасть. Фекличева, да, Фекличева. Также вы своих учеников можете потом записать, записанные на курс пользователей. Смотрим. И здесь запись пользователей на курс. И ищите. Вот у нас Фекличева. Фекличева. Фекличева Светлана, по-моему. Фекличева Светлана. Да, Фекличева Светлана. Вот у меня система нашла его. Правда, тут две Фекличевых. Есть Лариса еще. Мне нужна Светлана. Я ее беру и роль у нее делаю. Здесь, значит, строка поиска. Вы находите, вот если своих учеников вы будете зачислять на курс вручную, то вот таким образом, и я зачисляю ее, записать этого пользователя на курс. Записать его, я в данном случае его записал вручную. Не совсем удобно, то есть вам тогда каждого придется записывать. Так, и еще кто-то у нас там был, еще один человек. Митрофанова Инесса. Митрофанова Инесса. Давайте Митрофанову Инессу найдем. Митрофанова Инесса. Это нету Митрофановой. Вы, наверное, не зарегистрировались еще на сайте. Митрофанова Инесса. Вам надо зарегистрироваться на сайте. То есть нажать кнопочку «Создать учетную запись», потому что я вас не вижу. Так, ну вот, учитель. Фекличева Светлана, учитель. Нормально. Так, и здесь у нас пока все нормально. Отлично, продолжаем дальше. Итак, вот таким образом вы можете в закладочке «Пользователи» записывать своих учеников на курс. Ну, а первоначально, в принципе, вы можете открыть самозапись, то есть способы зачисления на курс, и вот здесь вот, нажав на вот этот глазик, вы включаете либо выключаете самозапись.
Вот сейчас я выключу эту самозапись, да, и теперь посмотрим, что у нас пропадет вот эта стрелочка. Видите, стрелочка самозапись пропала, потому что я выключил ее. Ну, сейчас верну назад, чтобы у тех, кто еще не записался, была возможность записаться. Так, и сейчас на нашем курсе, чтобы уйти из чата в вебинаре, чтобы я видел здесь чат, я добавляю ресурсы. Вот кнопочка «Добавить элементы или ресурсы» – это как раз вот здесь все элементы курса перечислены, к ним мы сейчас перейдем, и ресурсы курса. Все мы разбирать не будем, но частично некоторые разберем. Значит, частично мы их разберем, потому что по времени как бы, а что-то разберем в следующий раз, что-то вы посмотрите уже в записи. Итак, я хочу создать чат, чтобы мы здесь с вами уже в чате и общались. При создании при выборе любого элемента или ресурса справа открывается у вас в окошке описание этого элемента или ресурса. Вот, в частности, чат позволяет возможность синхронного письменного общения в реальном времени. Чат может быть одноразовым или может повторяться в одно и то же время каждый раз и каждую неделю. То есть чат нам нужен для вот того момента, когда мы находимся все онлайн. Вот. Но, в принципе, мы можем его использовать и многократно. И какие-то мы с вами как раз вот вопросы можем обсуждать в чате. Нажав кнопочку «Добавить», я уже говорил, что в Moodle, как правило, всегда открывается, ну, как правило, одни и те же настройки и поля, которые мы должны настраивать. Название чата. Ну, как мы придумаем название чата? Ну, так, давайте пока и придумаем. Наша проба. Наша проба. Наша проба. Здесь я могу написать, ну, о чем этот чат и так далее. И если я хочу отображать описание, я ставлю галочку «Отображать описание». Ну, я пока вот так вот просто напишу, и напишу «Отображать», или напишу «Здесь мы будем общаться». Здесь мы будем общаться. И сейчас, когда я его создам, коллеги, давайте перейдем сюда в чат, и здесь вопросы будем задавать. Про остальные настройки пока не говорю. Сохранить и вернуться. Так, и вот он появился чат, наша проба. Завершить редактирование. Я могу перейти к роли, вот, значит, смотрите, вот здесь вот вверху, где ваша тоже аватарка или где ваша фамилия написана, вы можете, чтобы проверить, все ли нормально работает, вы можете переключиться к роли учащегося. Ну и вот я сейчас зайду в чат, вот, войти в чат и что-то здесь напишу. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Отправить. Вот я уже что-то здесь написал. Лыткина Александра тоже появилась в чате. Так, ну вот здесь уже у нас есть участники. И будем вопросы задавать здесь, чтобы я как бы мог контролировать и мог видеть. Значит, ну я чат сверну. Тем не менее, он у меня будет вот как бы постоянно на этом. Ксюша, у меня вебинар, я перезвоню. Угу. То есть вот можно будет здесь нам с вами пообщаться. И чтобы переключиться, то есть вы какой-то элемент сделали, вы можете переключиться к роли, и, соответственно, если вы хотите продолжить дальнейшее редактирование, вы возвращаетесь к своей роли. Вот любую роль вы можете выбрать. Естественно, вот эти верхние роли, наверное, будут у вас чисто условные, ну, к учащемуся вы можете переключиться, правда, не всегда работает то, что надо. Так, и когда вы переключились к одной роли, чтобы вернуться, у вас появится здесь «Вернуться к моей обычной роли». Так, что такое? Куда у нас чат делся?
Так, а куда, где я его создавал? А, я его создал вот здесь. Коллеги, так, я хотел его... А, или это Елена... Или это вы свой чат посоздавали? Что-то я так сейчас потерялся немножко. Наша проба. Если вы создаете свой чат, коллеги, тогда другое имя придумайте. Так, все-таки это чей чат? Войти в чат. Так, нет, это не мой чат. Куда же делся мой чат? Ага, вот он здесь. Просто он, когда открывается, видать, в другом окне, то он отсюда, получается, пропадает. Нет, остается. Поэтому, если будут возникать вопросы, вот в верхнем окошечке, где объявление, там можно задавать вопросы. Так. Мифтахова Инесса. Так, посмотрим. Сейчас Мифтахова Инесса. Пользователи, записанные на курс пользователей. Записать Мифтахова Инесса. И выбираю учитель. Так, Инесса, я вас записал на курс. Так, смотрю, еще кто-то, может быть, записался как ученик. Так, ну вот кто-то как учитель. У меня уже так, отлично. Отлично, продолжим. Итак, значит... Итак, мы можем создавать, вот, и уже кто-то уже начал создавать задания, в частности, кто-то уже создал лекцию, кто-то начал тесты создавать. Коллеги, когда мы переходим в режим редактирования, кнопочка «Добавить элемент или ресурс», она вам уже будет доступна, и вы в своем этом ресурсе можете уже это редактировать. Если вы создали уже элемент и что-то хотите исправить, то, нажимая кнопочку «Редактировать», вы можете редактировать настройки. Обратите внимание, справа от каждого созданного ресурса есть галочка. Есть галочка. Это означает, это галочка, но если я нажму кнопочку «Завершить оборудование», она будет пустой. Но вот сейчас, например, у Надежды Владимировны есть лекция, да, и я могу поставить галочку, то есть это означает, что я прошел этот курс. Таким образом, настройки сделаны так, что вот сейчас мы как раз поговорим о настройках. Ну и в частности о настройках лекции. Настройка лекции или любого другого задания или теста и так далее. Значит, ну вот я сейчас переключусь в режим редактирования, и давайте мы посмотрим, каким образом можно настроить тот или иной ресурс. Итак, кнопочка «Редактировать настройки», и мы сейчас будем редактировать лекцию. Имя у нее «Эксплуатация зданий», общие понятия. Я прошу прощения, что занял у Надежды Владимировны, но просто на ней покажу. Итак, внешний вид. Отображать индикатор выполнения или нет? Давайте «да» поставим. Показывать меню. Ну, здесь вот, смотрите, возле каждой настройки, в принципе, есть знак вопроса. При включенном параметре и краткая справка. При включенном параметре будет отображаться меню, с помощью которого пользователи смогут перемещаться по списку страниц. Давайте поставим «да», пусть будет меню. Дальше, доступность. Она доступна у нас, мы можем сделать, что она будет доступна с определенного числа и времени,
по определенное число и время. Так, что-то повисло у меня. Угу. То есть доступность мы тоже настраиваем. Либо по времени можем, либо по паролю. То есть можем настраивать доступность до час, например, 60 минут вам надо. Включаем тогда здесь. Либо к лекции должен быть пароль. Так, дальше. Контроль прохождения. Повторное прохождение. Если вы считаете, что студент может пройти лекцию повторно, то можно поставить «да». Ответить на вопросы. Но, как правило, лекция сопровождается, после лекции могут быть вопросы. А если лекция с элементами деятельности, то после каждого параграфа желательно, чтобы у вас был вопрос. Причем параграфы должны быть, я бы сказал, не так, что вот вы весь взяли текст, скопировали откуда-то из какой-то книги и вставили. То есть все-таки лекцию надо перерабатывать. Не будут студенты читать вот этот текст. Это им, наверное, достаточно сложно, да и нам, взрослым, мы иногда, даже не прочитывая все, переходим сразу к вопросам или к тесту, хотим ответить. То есть каким-то образом конспективно лекция должна быть. Основные понятия, основное содержание. Вот таким образом может быть. И лекция должна содержать, не более 5-6 параграфов. 7 это уже предел, а 8-9 это совсем плохо. Значит, вот там, где я вам показал, вы можете зайти в тот курс, и лекция с элементами деятельности полностью описана. И у меня был вебинар, как создавать лекцию с элементами деятельности, как ее настраивать. Поэтому можно будет вам сегодня или в свободное время посмотреть и это оценить. Итак, оценка. Также и в тесте вы можете настраивать оценку. Как правило, в этом самом, в Moodle максимальная оценка 100 баллов. Хотя вы можете, в принципе, наверное, и на 5-бальную систему здесь перейти. Смотрите, проходной балл лекции или теста. То есть, если максимальная 100 баллов, проходной балл вы ставите 60-70. Какие у вас требования должны быть прописаны в описании, что лекция будет засчитана, если выполнена на 80-90%. И, соответственно, здесь вы тогда проходной балл ставите 80-90%. Разрешить повторное проходнее, тренировочная лекция. Вот эти настройки вы все настраиваете. Так, посмотрю в чате, что у нас в чате, есть ли какие-нибудь у нас сообщения. Пока только то, что вы появились в чате и ушли. Коллеги, если есть вопросы, задавайте здесь, в чате. Для кого нудятина, я никого не задерживаю. Сейчас мы проходим по настройкам, в частности, по настройкам каждого элемента курса. Создали вы элемент, настраиваем. В принципе, большинство из этих настроек можно оставить по умолчанию. Единственное, это контроль прохождения, который вам нужен, или если по умолчанию оно постоянно открыто, оценку вам надо настроить и настроить выполнение элементов курса, до которого мы сейчас с вами дойдем. Общие настройки модуля. Общие настройки модуля. Отображать на странице курса. Здесь тоже, в принципе, все можно по умолчанию. Выполнение элементов курса. Вот здесь этот элемент важен. Вот уже кто-то проходил, и поэтому оно заблокировано. Выполнение элементов курса – это важный элемент. Вы видели, как только я начал просматривать эту лекцию, я мог поставить справа галочку. Это означало, что элемент мой пройден, хотя я в него не заходил и не проходил этот элемент. Потому что в настройках стоит, студенты могут вручную отмечать элемент как выполненный. Нам это нежелательно. Нам лучше отображать элемент курса как выполненный при выполнении определенных условий. И здесь требуется для лекции, например, это хотя бы просмотреть лекцию.
Для теста это, конечно же, получить оценку. Ну и, в принципе, для лекции тоже это может быть. То, что студент должен получить оценку для выполнения этого элемента. Или студент должен дойти до конца лекции. То есть вот здесь уже сами смотрите, какое требование вы будете здесь выполнять. Ну, давайте я поставлю пока хотя бы, чтобы элемент должен быть выполненным, то, что студент должен просмотреть эту лекцию. Сохранить и вернуться к курсу. Вот я пробежался сейчас по основным настройкам лекции. Аналогично настраиваются и другие элементы курса. Аналогично настраиваются и другие элементы курса. Ну, какие-то вопросы могут отличаться. А вот сейчас я уже здесь создал, и вы уже сделали некоторые задания. Некоторые задания есть. Некоторые, ну, в частности, вот ссылка, и здесь создана страница. Давайте посмотрим, какие еще такие наиболее часто встречающиеся элементы могут быть. Пояснение. Пояснение – это текст, который вы можете вставлять между элементами курса, который бы пояснял или рекомендовал те или иные действия учащихся. Ну, давайте добавим пояснение. И тут вот текст пояснения. Предположим, что, дорогие друзья, или дорогие ребята, на следующем этапе вы там можете выполнить такое-то задание. Вы можете выполнить некоторое задание. Значит, смотрите, в Moodle есть встроенный текстовый редактор. И если нажать вот на эту стрелочку, то откроются как раз элементы текстового редактора. Практически многие менюшечки повторяют там вордовский редактор немножко в усеченном виде. То есть мы можем что сделать? Мы можем выделить жирным, мы можем поменять цвет. Правда, цвета здесь немножко ограниченное количество цветов. Мы можем увеличить, да, заголовок большой, средний, маленький и так далее. То есть какие-то элементы мы можем сделать. И кнопочка «Сохранить». Сохранить и вернуться. То есть это могут быть, вот он, мой комментарий. Сейчас я выключу режим редактирования, чтобы было видно. И вот появился какой-то... Это может быть заголовок вашего курса, как пояснение. То есть красиво украшенный может быть, чтобы было более наглядно и более хорошо видно его. Так, вернусь в чат. Так, в чате вебинара мы остановились. Смотрю. Так, в чате курса. Так. Ну, в чате курса тоже вопросов пока нет. Коллеги, есть вопросы вот по добавлению слушателей, добавлению учащихся на свой курс, когда вы сделаете его, по редактированию и так далее?
Так, ну вот многие уже некоторые вещи подобавляли. Так, Мальцева Ирина Федоровна. Сейчас мы поднимем Ирину Федоровну немножко повыше. Так, или... Саша, там Савенко что-то пишет, что с вебинаром какие-то проблемы. Посмотри, не знаю, наверное, сейчас идет вебинар. Глянь быстренько. Так. Ну, давайте, например, добавим элемент задания. Давайте добавим элемент. Ну, вы видите, можно добавить файл. И в этом случае, как вот я уже показывал, вот здесь вот в другом курсе, правда, я добавлял там файл. То есть просто у вас здесь будет файл, который ученики могут скачать. Ну, давайте добавим элемент файл, да? Добавить. Имя файла, предположим. Руководство пользователя. Посмотрим, как можно добавить файл. Опять же, здесь описание для педагогов. Для педагогов. Ставлю галочку. И загружаю этот файл. Значит, можно загрузить с компьютера, а может быть, что уже у вас файлы эти загружены. Загрузить файл недавно загруженные. Файлы на сервере. Так, недавно загруженные. Ну вот недавно я загружал этот файл, правда, в другом курсе. Выбрать этот файл. Я вот сейчас его и беру и загружаю. Как раз руководство пользователя, руководство по работе в системе дистанционного Moodle, в системе дистанционного обучения Moodle. Вернусь я сейчас в режим, что закончу редактирование и попробую его открыть. Значит, давайте посмотрим, как он у нас открывается. Вот он открылся, руководство пользователя открылось в том же окне, что и у меня вебинар. Поэтому, может быть, это не всегда удобно. Не всегда удобно, чтобы этот файл открывался в том же самом окне. Для этого мы можем настроить так. Вот я сейчас кнопочкой в браузере вернусь обратно в курс, возьму значок редактирования и попробую настроить его так, чтобы была какая-то другая настройка у нас. А это будет внешний вид. Внешний вид, видите, способ отображения автоматически. Значит, я хочу, чтобы он открывался во всплывающем окне. Во всплывающем окне, то есть в отдельном окне. И теперь мы тоже сейчас попробуем, можем перейти к роли даже ученика и попробовать его открыть. Руководство пользователя. Вот вы видите, что он открывается сейчас в отдельном всплывающем окне. Здесь есть кнопочка «Скачать». Вы, когда зайдете, можете скачать эту инструкцию и познакомиться с ней. Много интересных вещей в ней, в принципе, есть. Вот. Дальше. Мы можем настроить и внедрить в нашу систему этот файл. Возвращаюсь сейчас к настройкам. Настройкам возвращаюсь. Беру кнопочку «Редактировать настройки». И еще можно посмотреть во всплывающем окне. Принудительное скачивание, тогда у вас будет он скачиваться. А вот автоматически открыть это одно и то же, он будет открываться в этом же самом окне. Давайте попробуем, посмотрим, что будет, если мы выберем «Внедрить». «Внедрить». Завершаю редактирование. И вот он открывается у нас, не занимая полную страницу, а внедрен как бы в сам Moodle, как элемент Moodle. Вот.
В этом, ну, не знаю, смотрите, как вам будет удобней. Естественно, что если вы внедрили этот файл, то есть он у вас как бы не прикреплен, а внедрен, то в этом случае курс ваш будет занимать по объему больше места. То есть как элемент он открывается как элемент. Я все-таки вернусь и перенастрою этот элемент перенастрою в всплывающем окне. И мы видим здесь тоже выполнение элементов курса. Мы можем настроить, студенты могут вручную отмечать, или он как выполненный будет. Тогда будет считаться выполненным, если он просмотрен. Требуется просмотра для того, чтобы элемент считался выполненным. Сохранить и вернуться. И сейчас смотрим. Можем мы поставить, я перейду к роли ученика, и посмотрю, могу ли я поставить сейчас галочку, что я, не заходя в этот курс, его прочитал. Вот смотрите, галочка не ставится. То есть, а если я сейчас его открою хотя бы, вот, и потом закрою, то должна появиться галочка, что этот элемент у меня выполнен. Так, ну может она чуть-чуть появится попозже, возможно. Так, вот я добавил еще элемент файл. То есть мы сюда загружаем тот файл, который нам нужен для работы. Это может быть несколько файлов. А если вы загружаете несколько файлов, то уже тогда удобней, возвращаюсь к своей обычной роли, режим редактирования. И если вы загружаете несколько файлов, то в этом случае, может быть, удобно будет использовать ресурс папка, и в эту папку вы эти файлы сложите. То есть можете файлы уже разложить по папочкам. Вот, страница, элемент страница. Элемент страница позволяет сюда добавлять любые, в общем-то, ваши ресурсы. Это может быть текст, это может быть изображение, это может быть звук, это может быть видео, это могут быть веб-ссылки на какие-то другие ресурсы и так далее. Также в этой странице есть текстовый редактор, ну, описание, и вот содержание страницы, где вы можете вставлять какие-то элементы. В частности, можете вставить изображение. Выбрать изображение из хранилища, либо ввести URL этого изображения. Ну, давайте возьмем какую-нибудь картинку, найдем Moodle, например, да, Moodle, и найдем картинки, связанные с Moodle. Да? Там проблема в вебинаре, потому что их не пускают. У них третий вебинар. Сейчас, секунду. Коллеги, секундочку. Понятно. Коллеги, ну, на этом мы сегодня заканчиваем, поскольку у нас там еще другой вебинар идет. Я думаю, в следующий раз мы с вами на следующей неделе продолжим. Не бросайте нас. Еще раз показываю, где вы можете посмотреть записи. Итак, вот есть у нас пробные курсы учителей. Значит, здесь какие записи есть. Немножко вниз прокручивайте. Я вот это уберу чуть попозже, и у вас будет здесь, вот он, вебинар «Создание лекции с элементами деятельности», «Создание теста», «Создание элементов». Посмотрите. Либо в другом курсе, это обучающий семинар по созданию элементов дистанционных курсов. Здесь тоже есть материалы. Лекция с элементом деятельности, файлик, инструкция. И в том числе записи наших прошедших вебинаров. Коллеги, извините за накладки, но, к сожалению, вот мы можем одновременно демонстрировать 2 вебинара. Я рассчитывал, что мы до 3 закончим. Немножко затянулся наш вебинар. Если будут вопросы, давайте мы перейдем в чат. И я еще некоторое время буду в чате и помогу вам, если что-то у нас не будет получаться. Спасибо за внимание. Всем доброго здоровья, не болейте, берегите себя и дай нам Бог пережить эти дни
и скорее выйти в нормальный режим работы и на нормальную работу. Всего доброго, до свидания. Прошу всех нажать кнопочку «Выход». Выходим из вебинара, чтобы была возможность другим людям войти в другой вебинар.